Наш эксперимент продолжается. Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. Мы продолжаем нашу традицию Адвент-календарь Таро. И давайте посмотрим, какая тема следующая. Какой будет следующий расклад. Так, значит, мы берем дальше. Открываем наш сюрпризный расклад. Ух ты, какой тут интересный скелет изображен. И расклад-то называется «Какой у вас скелет в шкафу?» Какая интересная тема, ваш скелет в шкафу. Скорее всего, мы будем разбирать с вами ваши какие-то сокровенные тайны, согласитесь. Хорошо, давайте посмотрим. Первая карта. Какая у вас есть нерешенная проблема или какой есть секрет? Да, скелет. Какой у вас есть скелет, спрятанный в шкафу? Дальше, значит, второй вопрос. Как это на вас влияет? Да, вторая карта. Как на вас влияет? Дальше, значит, как это влияет на ваше окружение? Смотрим. Следующая карта у нас четвертая. Что происходит, когда другие об этом узнают? Ну, почему бы и мы не узнать, да, о вашем скелете в шкафу? Пятая карта. Что, если об этом никогда вообще никто не узнает, да? Шестая. Что вы можете сделать, чтобы освободиться от скелета в шкафу? И вот как будет ваша выглядеть жизнь, если вы освободитесь от скелета в шкафу. Интересный расклад, кстати, вы его можете применять не только для себя. Если вы хотите узнать, какой скелет в шкафу не только у вас, а еще и у любимого человека, вы можете загадывать для него его позицию, да, загадывать человека, загадывать позицию, и вы узнаете, какой скелет в шкафу у него спрятан. Это очень интересно, это даже интереснее, чем тот скелет в шкафу, который спрятан у вас. Поэтому лучше посмотреть две позиции, да, для себя и для любимого человека. Итак, наш скелет в шкафу. Я взяла для этого ежедневное Таро. Everyday Таро. Это очень такая хорошая колода. Вы знаете, она такая необычная, но в то же время очень красивая. Она очень нравится мне. Мы давно на ней с вами не гадали. Такая вот, видите, в фиолетово-золотых тонах. Бело-фиолетово-золотая. И такая вот у нее рубашечка интересная, хорошая. Мне нравится. В общем, давайте тогда сделаем 3 позиции. Первая карта будет показывать, какая у вас есть нерешенная проблема или какой у вас есть секрет, или у вашего любимого человека. Вот либо про вас можно спрашивать, либо про любимого, да. Или там, допустим, человека, который вас интересует, какой у него скелет в шкафу. Итак, давайте, значит, первая позиция, вторая позиция и третья. Обсуждаем наши скелеты в шкафу. Так, итак, первая позиция у нас сердечко будет. Вторая позиция ангел. И третья позиция лошадь. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Да? Ваш скелет. Смотрим. Или скелет любимого человека, да. Можно любимого человека загадывать, ничего там страшного такого нет. Наоборот, это очень интересно. Итак, нерешенная проблема или секрет, какой у вас есть или у вашего загаданного человека, да. Десятка пентаклей. Ну, вы знаете, десятка пентаклей, она на самом деле показывает нерешенную семейную проблему или семейный секрет. Вы знаете, вот у каждой семьи есть свои секреты. У меня вот, у моей семьи очень много секретов и легенд, и различных страшных всяких историй, тайн, о которых, если рассказываешь, у людей мороз по коже идет. И, соответственно, может быть, у человека, который здесь загадан, или у вас, тоже есть какие-то семейные тайны, секреты, негативные родовые программы, может быть, какие-то родовые проклятия, или вообще какая-то семейная тайна, которую никто не хочет трогать и вытаскивать действительно этот скелет из шкафа, да. То есть это вполне такая история стандартная, я бы сказала, для
для любого человека. Но на самом деле многих это вводит в шок, особенно когда ты это узнаешь про другого. Вы знаете, есть разные родовые болезни, семейные проклятия, может быть, какие-то жуткие вещи. Вот у меня, допустим, есть, не буду говорить кто, одна, ну, так скажем, давайте, знакомая, да, у нее в семье был человек, который буквально вершил над другими суд, я бы сказала, и очень много людей полегло от его рук, вот. И вы знаете, это как бы такая семейная, не очень хорошая тайна. И вот здесь есть что-то такое вот прям негативное от семьи и от рода исходящее, с чем не так-то просто справляться, вот по первой, да, позиции у человека. И, соответственно, это могут быть любые наследственные заболевания, разные психические отклонения, тяжелая карма, которую все равно приходится отрабатывать, даже если чистишься, какие-то точки невозврата, а еще может быть тайное семейное наследство, то есть наоборот в плюс, да, а может быть что-то вот как семейное наследие какое-то, семейные какие-то способности, которые еще не раскрыты в человеке, или он их скрывает. Также это может быть наследство где-то, о котором человек не знает, богатый семейный дом, картины, различные реликвии, которых человек еще просто не знает. Это нерешенная еще проблема, или секрет, или тайна, да? Соответственно, это может быть как положительное что-то, так и отрицательное. Допустим, если отрицательное, это семейное проклятие, страшная тайна, суициды или там какие-то ужасные вещи, преступники в семье, да? А если положительное, богатство, процветание и разные там таланты и способности. То есть десятка пентаклей отражает абсолютно все эти аспекты. И у каждого здесь из вас проиграется по-разному. Но когда мы сейчас будем раскрывать, мы поймем, как это влияет на вас и на ваше окружение. Мы поймем, положительно влияет или отрицательно. И тогда вы узнаете, это что-то хорошее по роду и семье, да, или что-то плохое. Итак, как это на вас влияет? Как это на вас влияет? Карта сила. Это значит, что передается нечто хорошее, да? Это значит, что вот если карта сила, это значит, это добавляет вам силы, мощи. Но и жизненных, конечно, опять же, испытаний, которые человек уже прошел и выдержал. Вообще человек, когда он сильный, когда он лидер, конечно, ему удается в жизни и пройти больше. Но, с другой стороны, вот это вот родовое наследие дает огромную мощь человеку в характере, устойчивость, энергопотенциал и выдержку. Вот, поэтому я бы сказала, что это все равно какая-то хорошая родовая ситуация и наследие, чем плохое, да. То есть это что-то вот такое по наследству передается, что может и скрыто, но все-таки как дает человеку путь в жизнь. Давайте посмотрим, как это влияет на ваше окружение в итоге, да, этот секрет. Семерка пентаклей. Окружение какое-то, вот знаете, как будто бы, ну, люди работящие, да, в то же время те, которые умеют терпеть, ждать, серьезные люди в окружении добавляются за счет вот этой ситуации, за счет этого, ну, может быть, секрета, скелета в шкафу, да. И получается тоже хорошо, что могут окружать терпеливые, надежные, способные, стойкие, опять же, люди, трудоспособные люди, которые действительно умеют, там, допустим, работать или как обладают каким-то талантом и ремеслом, вот. Но все-таки тоже с тяжелой какой-то жизнью, долей, проходящие испытания. Но в итоге они получат свою награду. То есть люди здесь из-за этого скелета в шкафу все-таки влияет этот скелет в шкафу хорошо на окружение. Люди хорошие добавляются, да, из-за этого наследия по роду. Так, что происходит, когда другие узнают об этом? Ну, вот кто-то узнает о вашем наследии. Что произойдет, да? Или там о наследии этого человека. Пятерка кубков. Между прочим, других людей это повергает в разочарование, печаль. Это значит, что они хотели быть лучше вас, они хотели, или там этого человека, быть лучше, да, но когда узнают об этом факте, то понимают, что они в чем-то проигрывают, то есть все равно они в чем-то отстают.
Поэтому это повергает в некое все-таки разочарование. А вообще сам факт вот того, что узнают по роду, он может, конечно, быть, допустим, негативным, добавлять силы, добавлять хорошего окружения, даже негативный фактор, но при этом, когда люди узнают об этом, они разочаровываются, они печалятся. Понимаете? Такое тоже может быть. Хорошо. Что, если об этом вообще никогда не узнают? Как это повлияет на вашу жизнь или на жизнь человека, которого вы загадали здесь? Карта Колесница. Вообще, на самом деле, если об этом не узнают или не будет никто в курсе, это добавляет улучшения в жизнь. Человек может продвигаться вперед, может куда-то переезжать, может беспрепятственно что-то делать, может быть лидером, и ему кто-то ничего там, никто против не скажет, да. То есть все-таки лучше об этом, чтобы люди не знали на самом деле, потому что почему-то их это разочаровывает и печалит. Значит, лучше об этом не знать, об этом семейном наследии, об этом семейном склепе, да. Что вы можете сделать, чтобы освободиться от скелета в шкафу? Карта Суд. Вы знаете, ничего сделать здесь нельзя, это могут распорядиться только высшие силы, потому что это родовое наследие. И пока вы не пройдете определенные кармические испытания и не возродитесь, скелет в шкафу никуда не денется, не уйдет, это тайна семейная, да. И поэтому человек должен здесь пройти какие-то все-таки испытания, все-таки пройти какие-то этапы в жизни, когда он закаляется, именно закаление, этапы закаления. И, соответственно, пока он их не пройдет, да, все равно идет почему-то по роду, здесь какая-то как отработка, и потом он уже дается ему лучшая жизнь, возрождается, и наступает в жизни белая полоса. По другому сценарию как будто здесь и не пойдешь. Так, как будет ваша выглядеть жизнь или жизнь этого человека без скелета в шкафу, без этой родовой тайны? Туз мечей. В жизни будет настоящий прорыв, истина, и вы знаете, вот как много возможностей. Туз мечей — это что-то кардинальное, то есть без этого скелета в шкафу будет кардинальная перемена в жизни. Будет кардинальное какое-то, может быть, улучшение, и, соответственно, вот как будто не могло пойти какое-то дело, как бы что-то вперед, да, пока бы не избавились от этого семейного склепа. И поэтому, как только избавляется человек, у него жизнь становится совершенно кардинально иной. Ну, вот такой ответ дали карты по самой первой позиции. Вот такой у нас скелет в шкафу, да. Такой скелет в шкафу. Если вы загадывали здесь кого-то другого, знаете, что придется вам тщательно в этом разобраться, потому что если вы вдруг собрались там вместе детей заводить или еще что-то, лучше об этом узнать, об этой семейной тайне, да. Хорошо, идем дальше. Вторая позиция, наш ангел. И скелет в шкафу, то есть какая у этого человека есть нерешенная проблема или секрет, или у вас, да, если вы себя загадали. Луна. Вы знаете, Луна — это очень серьезная проблема, очень серьезный скелетик в шкафу, который очень сложно решать. Объясню почему. Луна может как нести что-то негативное, так и изредка позитивное, но чаще всего негативное. Сама по себе карта считается именно негативным арканом. Что это такое? Первое, это может быть зависимость, о которой вы не знаете в этом человеке, или он сам даже, то есть вы даже не знаете в себе, если себя загадали. Зависимость. Это может быть психическое настоящее отклонение, психическое заболевание или страшная психологическая травма, как скелет в шкафу, да, сидящая, как секрет такой. И также это может быть способность какая-то, неординарная способность, талант, дар, или экстрасенсорика, да, экстрасенсорная способность, ясновидение, но в более редких случаях. То есть либо этот человек обладает, как говорят, даром, либо этот человек обладает серьезным сбоем. И, как говорится, не так-то просто решить эту проблему. Вы знаете, по Луне человек может обладать настолько сильным психологическим отклонением, психическим отклонением, что, ну, например, шизофренией, да, или еще что-то, что это нерешаемо так быстро. И, ну, как говорится, заведи с таким человеком отношения, это еще неизвестно, чем кончится, да.
Но может быть просто травма какая-то серьезная, да, психологическая, что человек воет на Луну каждый раз. Очень реагирует на Луну, у него портится настроение в новолуние, в полнолуние, да, он совершает не очень адекватные поступки, речи толкает не очень адекватные, психует, нервничает. То есть такое может быть вполне. Как это влияет на данного человека, вы ли это или кто-то другой? Королева жезлов. Вы знаете, королева жезлов показывает, что данное отклонение, неважно в хорошую или плохую сторону, добавляет этому человеку некого шарма, притягательности, сексуальности, самостоятельности, проявления себя с лучшей стороны в плане самореализации. То есть бывает такое, что человек гений, настоящий гений, да, и в итоге, да, у гения, у любого есть психическое заболевание, отклонение, зависимости или травмы. Это правда. И опять же дар, да, то есть гений – это дар. И, соответственно, здесь идет самореализация, человек делает себя сам, свой имидж, свою внешность, свою речь. Он может быть невероятно притягательный благодаря этому отклонению от нормы. Вот понимаете, как интересно? А как это влияет на окружение этого человека? Шестерка жезлов. Человека окружают буквально хорошие люди, победители. И вообще человек среди всего окружения очень уважаемый, да? Он победитель настоящий, и его окружают только лидеры и победители, и очень такие способные люди. То есть человек притягивает в свою жизнь интересных людей, неординарных и настоящих полководцев. Угу. То есть, получается, благодаря этому скелету в шкафу можно прорваться куда-то, да, в высшее, может быть, даже общество или просто к людям, которые имеют какие-то тоже неординарные способности, привлечь таких же, да. Хорошо, что происходит, когда другие узнают об этой Луне, там, об этой правде, да, колесо? Жизнь может кардинально измениться. Вы знаете, все переставляется с ног на голову, все несется куда-то в круговерть и становится иным. Жизнь начинает быть полна каких-то испытаний, приключений, иногда везение, удача, иногда наоборот. И могут быть какие-то путешествия, переезды. Мол, об этом узнают, пора мне уезжать, да? А почему нет? Хорошо, а если об этом никто никогда не узнает? Как будет жизнь? Девятка кубков, очень стабильная, хорошая жизнь. Вот видите, если кто-то узнает об этой тайне, приходится уноситься вскачь. Если никто не узнает об этой тайне, человек может жить себе, поживать и добра наживать. И никто его не побеспокоит, и ничто не побеспокоит. Лучше об этом никому не знать. Даже если это какая-то способность или дар. Интересно. Хорошо. Давайте посмотрим, что этот человек может сделать, чтобы освободиться от данного скелета в шкафу. Семерка мечей. Вы знаете, от этого скелета в шкафу трудно освободиться, о нем лучше молчать до поры до времени. Скорее всего, этот скелет неустраним. А лучше молчать всегда. Вот у меня Демид роет сейчас ковер, потому что он услышал про этого скелета и сразу же начинает рыть. Вот вы понимаете, лучше здесь не освобождаться, а молчать, помалкивать, чтобы никто не знал. И жить так будет гораздо спокойнее и легче. Интересно, правда? А как будет выглядеть жизнь этого человека без этого скелета в шкафу, если бы это вообще ничего не было? Король Пентаклей. Этот человек был бы очень стабильный, богатый, зажиточный, хороший, светлый, добрый, настоящая опора для многих. Человек с этим скелетом имеет больше женской энергии, человек без этого скелета больше имеет мужской энергии, не важно, какого пола человека вы здесь загадали. Конечно же, карта Король Пентаклей – это стабильное финансовое состояние, добиться хорошего карьерного роста, хорошая семья такая, да, благополучная, дом, я не знаю, место жительства, стабильная ситуация жизни, человек управляет кем-то, чем-то, все супер. Как только мы здесь видим наш скелет, мы понимаем, что этот человек больше экстравагантный такой, да, больше ведьма такая с черным котом или ведьмак, чем какой-то семьянин. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. Интересный выпал вариант вообще, очень интересный. Нестандартный такой вариантик. А мы идем с вами дальше.
Позиция номер 3. Скелетик в шкафу. Что человек, какую тайну имеет, или вы, или он, наша лошадка. Давайте посмотрим. Первая карта. Какая у этого человека есть нерешенная проблема, секрет, скелет в шкафу? Это королева кубков. Королева кубков – это тайна о какой-то женщине в первую очередь. Тайна о какой-то женщине. Может быть, женщине, про которую нельзя знать никому. Например, у человека есть дочь, о которой не должен никто знать. Или, может быть, у человека есть тайная любовь, о которой никто не должен знать, потому что королева кубков – это любовь, это потребность любви, это состояние любви. И этот человек скрывает свои чувства к кому-то, свою любовь, понимаете? Или своего ребенка женского пола, да? Уже, может, взрослого. Или, может быть, тайну о какой-то женщине, которую точно нельзя раскрывать никому. Понимаете? То есть вот такой скелет здесь в шкафу. Давайте посмотрим, как этот скелет влияет на человека. Тройка кубков. Этот человек буквально окрылен, счастлив, живет в состоянии праздника, эйфории. Этот человек очень радуется этому скелету в шкафу. Скорее всего, этот человек скрывает свои любовные чувства. Это понятно. Он кого-то любит, он кому-то душой расположен, души в ком-то не чает. И, конечно, этот человек счастлив от того, что у него есть такая интересная тайна. И что эту тайну не знает буквально, скорее всего, никто. Конечно же, этот человек очень сильно влюблен. Или очень сильно в состоянии эйфории находится по какому-то поводу, да. Кстати, еще может быть по королеве кубков, что человек скрывает свои экстрасенсорные способности, знает о них и очень счастлив от этого, да. Хорошо, как это влияет на окружение этого человека? Иерофант. Вы знаете, это никак не влияет на окружение этого человека, сильно не влияет. То есть то, что у человека есть этот скелет в шкафу, добавляет ему, скорее всего, авторитета просто в обществе, потому что люди видят, насколько он вдохновленный человек, но не знают, почему он вдохновленный человек, и его просто больше уважают, его общество, все-таки людей, которые его как-то почитают, этого человека, и лучше к нему относятся как просто к доброму человеку, не понимая, почему он такой добрый и хороший. А он хороший либо от любви, либо от каких-то своих даров, способностей, да, либо от того, что вот он вот такой вот, как сказать, у него есть, допустим, тайна в виде ребенка, он растит ребенка, он знает о ребенке, но молчит. Но он добрый от этого ребенка, да, он видит свет в этом ребенке. Но люди не знают, от чего этот человек светится, понимаете? Что произойдет, если другие об этом все узнают? Тройка жезлов. Начнется совсем другая эпоха в жизни этого человека, перестановка целей и, возможно, и отъезд в другое место жительства. То есть придется прям уезжать, как будто куда-то в другое место жить. Что будет, если об этом никогда никто не узнает? Шут. Человек будет, как будто бы просто иметь другую, новую жизнь. Вот. Если об этом никто никогда не узнает, он просто начнет жизнь с нуля. Совсем иную, другую. То есть ему перемены падают в любом случае. Узнают об этом, ему придется уезжать. Не узнают, ему придется отправиться в какое-то приключение. Но ему в связи с этим нужно поменять свою жизнь, понимаете, вот, пуститься в какие-то риски. И начать какой-то новый путь, проложить себе новую тропу. То есть в связи с этим все равно придется менять что-то, понимаете? В связи с этим все равно придется переставлять что-то. И именно рисковать, когда ты проходишь вот как будто бы впервые этот новый путь. То есть это все равно ты идешь в неизвестность. Что тут ты идешь в неизвестность. Что вы можете сделать, или этот человек, что может сделать, чтобы освободиться от этого скелета в шкафу? Карта Мир. Карта Мир говорит о том, что человек может быть честен и рассказать об этом всем, потому что для него это имеет те же последствия, что он об этом не расскажет. То есть ему все равно придется менять свою жизнь и переезжать, и это Мир тоже подтверждает, поэтому
что этот человек может сделать, чтобы освободиться, рассказать об этом всем. Не такая уж это, ну, настолько прям страшная тайна, чтобы не рассказать, да, про это. Про эту любовь, там, допустим, или про эту одаренность, или про женщину, про какую-то, или про ребенка женского пола. И как будет выглядеть жизнь этого человека без скелета? Давайте посмотрим. Паж Пентаклей очень светло будет выглядеть без скелета, но, опять же, в жизни появится что-то новое, интересное, другое. Вот если этого скелета не будет у человека в шкафу, если этой тайны не будет, будет другая тайна, другие, может быть, допустим, другая любовь, другие отношения или другие там, дети, да, возможности. Ну, то есть в любом случае у человека идет замена одного на другое, примерно на то же самое. Посмотрите на королеву кубков и на пажа пентаклей. Это светлые карты, но которые похожи друг с другом на самом деле. То есть они, смотрите, держат на ладони то кубок, то пентакль. Может быть, сама по себе качественно энергия стихии поменяется, но суть остается та же. То есть человек найдет себе, ну, допустим, другую музу, другую влюбленность, там, да. Поэтому лучше об этом, чтобы все узнали этот секрет. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.